Слово для выступления предоставляется постоянному представителю президента и Кабинета министров в Конституционном суде Молдобаеву Алмазбеку Тавалдыевичу. Уважаемые судьи, свою позицию я на 7 листах передавал, да, можно я не буду это озвучивать сразу. Наша позиция о том, что мы считаем, что ходатайство о наличии противоречия в части 1 статьи 32 Конституционного закона нормам Конституции, она не имеет оснований, и ходатайство адвоката Исахджанова подлежит отклонению по следующим основаниям. Мы все здесь, всех явно стороны выслушали, но мне бы отдельно хотелось отметить вот вокруг того, что кто такой адвокат. Да? Это адвокат, человек свободной профессии. Действительно, в части того, что Исахджанов говорит, что мы адвокат, это сообщество людей, которые мы создали свою адвокатуру, работаем, исходя, как сегодня он сказал, что исходя линию защиты определяем сами, да. Но я в данном случае хотел сказать то, что статья 32, да, она говорит, что адвокаты должны владеть государственным языком, использоваться, да. Но в этом же законе, если мы посмотрим, есть такие же требования, есть вооруженным силам, вплоть до рядового состава правоохранительных органов. И в данном случае я не вижу здесь никакой дискриминации в части того, что адвокат, если живет в Кыргызстане, осуществляет свою деятельность и требования со стороны государства, стремится к владению языка, постепенно достигать какого-то уровня, то в принципе здесь никакой дискриминации не вижу. Но в части вот того, что сегодня хороший был вопрос, если, например, адвокат сидит, он только говорит на, скажем, государственном языке, приходят клиенты, говорят, мы только на официальном разговариваем. Стал вопрос, вы возьмете этого клиента? Ну, нормальный адвокат, наверное, откажется. То есть вопрос, соответственно, станет вопрос, что он клиента упускает где-то, то есть если бы он владел обоими языками, он получил бы этого клиента. И также, то есть это свободная профессия адвокат, и когда мы, пока о ГГЮ не идет речь, то, соответственно, клиент выбирает адвоката, он с ним разговаривает, если они друг друга понимают, друг друга, ну, какой-то коммуникация хорошая, он нанимает, платит его, он представляет его интересы. Здесь, я думаю, проблемы с языком нет, если люди не владеют одним языком, соответственно, этот клиент идет другого, либо адвокат направляет к другому коллеге, который владеет, или он говорит, мы не можем договориться. Поэтому здесь то, что стоит в законе требование о том, что он должен знать государственный язык, в принципе, здесь никаких противоречий нет. Если мы будем говорить система гарантированной государственной юридической помощи, ГГЮ, как здесь называют, то в данном случае стал вопрос, что государство создает реестр адвокатов, выделяет прямое финансирование и хочет лучших адвокатов отобрать, включить в этот реестр и оказывать людям, которые за счет государства нуждаются в юридической помощи. Соответственно, в данном случае государство выступает как клиент, как заказчик, и, соответственно, государство имеет право устанавливать определенные требования к этим адвокатам, в том числе обязательного владения государственного языка. Поэтому в данном случае я здесь никакой дискриминации не вижу, потому что здесь оплачивает государство, она ведет свою языковую, в том числе политики, что в сегодняшний случай, как он рассказал, и мы с ним не договорились, я вызываю резервного адвоката. В ГГЮ входит, я вот Минюст, наверное, подтвердит, где-то порядка 400 адвокатов, а всего у нас около 4000. И я думаю, найти 400 высококвалифицированных адвокатов, которые владеют и официальным государственным языком, я думаю, не проблема. И в связи с этим я считаю, что никаких противоречий нет, потому что когда адвокат выбирает себе клиента, клиент выбирает себе адвоката, вопросы языка не встают. У нас много адвокатов, которые могут оказывать. Когда по линии ГГЮ, если государство пока она не выставила, но в будущем в реализацию конституционного закона о государственном языке поставит вопрос, что в систему в ГГЮ могут входить адвокаты, которые владеют обоими языками на уровне, на профессиональном языковом уровне, то, соответственно, я здесь тоже не вижу никакой дискриминации, потому что мы свободная страна, человек может изучать язык
государственный может отказаться, его никто не обязывает, но если ему нужен профессиональный рост, это ему нужно какие-то государственные органы обращаться в частные компании, которые могут вести свои дела на государственном языке, то это должно быть выступать больше стимулом, нежели какой-то дискриминацией. Поэтому здесь я в случаях, вот я вам рассказывал, случай, когда свободный выбор клиента и государственная юридическая помощь, здесь никакого противоречия нет. И это закон больше, он стимулирующий закон, чтобы постепенно роль языка возрастала. А роль языка я не буду рассказывать, здесь представитель договора, конечно, рассказал, что это нам нужно, это наша национальная идентичность, но при этом создаются условия для развития языка других национальностей. И в этом случае я не вижу никакой дискриминации. У меня все, я готов ответить на вопрос.